В эфире Пятого канала программа «Атаин Көзөмөл». В студии я, Айгерим Рамилева. Здравствуйте. В сегодняшнем выпуске вы узнаете, как сотрудники ГКНБ выявляют коррупцию в государственных органах и судебной системе, борются с контрабандистами и лжепредпринимателями и, самое главное, обеспечивают национальную безопасность страны. Выявлены коррупционные механизмы в Бишкек-Теплоэнерго и Бишкек-Свет. Задержан бывший вице-мэр столицы. В Баткенской области задержали 30 тонн контрабандного минерального удобрения. В Чуйской области выявлен канал изготовления фальшивых доверенностей. В Джалабадской области с поличным при получении взятки задержали сотрудников прокуратуры, адвоката и частного аудитора. В Джалабаде выявлена группа лжепредпринимателей. В Баткенской области жителям не обеспечили подачу питьевой воды. Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц мэрии города Сулюкта. ГКНБ выявил коррупционные схемы в коммунальном предприятии Бишкек-Теплоэнерго и муниципальном предприятии Бишкек-Свет. Установлено, что с 2019 по 2021 годы руководство Бишкек-Свет систематически незаконно выводило и присваивало бюджетные средства в особо крупном размере. Путем искусственного завышения расходов был произведен капитальный ремонт зданий и сооружений предприятия. Выявлен факт хищения дымовой трубы стоимостью порядка 2 миллиона 300 тысяч сомов. С 2016 по 2019 годы в результате неправомерных действий руководителей КП Бишкек-Теплоэнерго при выдаче разрешительных документов и подключении к тепловым сетям строительных объектов бюджетным интересам предприятия нанесен ущерб в размере 31 миллиона сомов. В эти периоды предприятие возглавлял ААА, ранее занимавший должность вице-мэра Бишкека по вопросам ЖКХ. Он задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ, ведется следствие. В Баткенской области при попытке переправки в сопредельную сторону сотрудники ГКНБ задержали грузовую автомашину марки Volvo FH с 30 тоннами минерального удобрения. По показаниям водителя, груз перевозился со склада в Шопукове Чуйской области в село Кулунду Лекского района Баткенской области. Фактическим хозяином груза является уроженец и житель села Кулунду. За перевез груза сотрудники ПТК «Кольцо» наложили штраф в размере 113 500 сомов. Данный факт зарегистрировали в АИЗ ЖУИ. По установлению обстоятельств дела проводятся проверочные мероприятия. ГКНБ по Чуйской области выявил канал так называемых «мертвых душ», где изготовили фальшивые доверенности на 18 граждан. Они числятся мертвыми или выехавшими на ПМЖ за пределы страны. Ответственные должностные лица Орокского и Лыкмыту Сокулукского района незаконно вынесли фиктивные решения о выделении земельных участков на основании этих доверенностей. Работники Сокулукского филиала ГУ «Кадастр» незаконно регистрировали правоустанавливающие документы на эти участки для дальнейшей их продажи. Общая площадь незаконно выделенных участков превышает 5,5 гектаров. Силовики провели обыск дома у ответственного секретаря Орокского и Лыкмыту ААМ и обнаружили печатную машинку, рулон старой обесцвеченной бумаги, готовое решение о выделении земельных участков, бумагу формата А4 с печатями Орокского и Лыкмыту старого образца и Сокулукского управления архитектуры и градостроительства, крупную сумму в иностранной валюте. Все найденное изъяли, как и 15 незаконно хранящихся боевых патронов разного калибра. Сейчас ищут других причастных к преступлению и проводят соответствующие экспертизы. В Джалабадской области задержаны сотрудники прокуратуры, адвокат и частный аудитор при получении взятки в размере 100 тысяч сомов. Установлено, что они в сговоре вымогали денежные средства за принятие решения в суде о прекращении уголовного дела. В рамках уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия с Следственным управлением Генеральной прокуратуры. ГУ ГКНБ по Джалабадской области возбудил уголовное дело по статье 220 УК КР «Лжепредпринимательство» в отношении нескольких жителей Джалабада. Так, в ходе проверки деятельности зарегистрированных налогоплательщиков выявлены сомнительные операции. Выписывались счет-фактуры, предположительно без фактической поставки товаров и оказания услуг. Фактических и фиктивных руководителей лжефирм доставили в следствие, где установили противоправные действия с их стороны. В рамках уголовного дела назначены налоговые проверки контрагентов фирм, будут дополнительно начислены налоги.
Управление ГКНБ по Баткенской области возбудило уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением отдельными должностными лицами мэрии города Сулюкта. Так, по проекту АРИС с 2018 года ведутся работы по реабилитации системы водоснабжения на сумму 225 миллионов 173 тысячи сомов. Однако выполненные работы не соответствуют требованиям. Потребители не обеспечены бесперебойной подачей питьевой воды, не принята в эксплуатацию система водоснабжения города Сулюкта. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия на предмет установления целевого использования выделенных средств при проведении ремонтных работ. И на этом все. Увидимся ровно через неделю. И помните, закон для всех един.